Здравствуйте! В эфире вечерние новости. В студии работает Айкен Муратбекова. О главных событиях на сегодня. Президент Садыр Жапаров подписал закон о внесении изменений в закон о музеях и музейном фонде. Закон принят Жогорку Кенешем 25 сентября текущего года. Закон принят в целях развития культуры народа Кыргызстана, сохранения обычаев и традиций, не ущемляющих права и свободы человека. Так, согласно принятому закону, генеалогические музеи – это музеи исторического профиля, осуществляющие сбор, хранение, изучение и популяризацию материалов о родственных и взаимосвязях, людях, истории родов, происхождения отдельных лиц, а также установление родственных связей, составление поколенных росписей и генеалогических древ. На заседании Жогорку Кенеша сегодня депутаты парламента приняли проект конституционного закона о внесении изменений в конституционный закон о выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша в первом чтении. Инициатор законопроекта – президент Кыргызской республики. Проект закона разработан в целях реализации решения Конституционного суда от 15 ноября 2023 года. Снижение размера избирательного залога для лиц с инвалидностью. Кроме этого, депутаты рассмотрели и приняли проект постановления Жогорку Кенеша об утверждении размера денежного вознаграждения премии Межпарламентской ассамблеи государств-участников Содружества независимых государств имени Чингиза Айтматова на 2025 год. Предлагается размер денежного вознаграждения премии установить в сумме 1 миллион сомов. ГКНБ вернул государству стадион и бассейн «Сельмаш», ранее принадлежавшие заводу сельскохозяйственного машиностроения имени Фрунзе. В ходе работы по возврату незаконно приватизированных объектов было установлено, что частные лица в сговоре с должностными лицами получили правоудостоверяющие документы на эти социальные объекты. Госкомитет возбудил уголовное дело и подал иск о признании действий по приватизации недействительными. Согласно решениям судов, территория была передана в муниципальную собственность мэрии Бишкек. Возвращенные объекты стоимостью более 1 миллиарда сомов и площадью более 3 гектаров будут использоваться в интересах жителей столицы и ее гостей. ГКНБ продолжает работы по выявлению подобных случаев. Национальный центр Кыргызстана по предупреждению пыток в ходе посещения Жаэлского женского психоневрологического социального стационара учреждения выявил грубые нарушения в отношении получателей услуг. Как сообщает НЦПП, на момент посещения 25 октября в корпусе номер 1 находились 72 получателя услуг, однако имелось только 64 кровати. В связи с чем 2 подопечных вынуждены спать на полу. 6 женщин были заперты в пустой комнате без мебели. Несмотря на низкую температуру в помещении, женщины частично находились без одежды и обуви, что усугубляло их уязвимое положение. Национальный центр расценивает действия сотрудников учреждения в отношении получателей услуг как жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращения. По выявленным фактам составлен акт и направлен в органы прокуратуры для принятия соответствующих мер и инициирования расследования. 28 октября текущего года в ОВД Сокулукского района поступила информация о госпитализации гражданки 2002 года рождения с травмами, в том числе закрытой черепно-мозговой травмой и колото-резаной раной бедра. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 177 Уголовного кодекса. В результате оперативных мероприятий был задержан подозреваемый гражданин 1999 года рождения. На момент инцидента он находился в состоянии опьянения и по данным следствия избивал пострадавшую в их общем доме. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Расследования продолжаются. Данный факт был зарегистрирован в ОВД Сокулукского района и возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 177 Уголовного кодекса Кыргызской республики «Семейное насилие». По делу были назначены все необходимые судебно-правовые экспертизы. В ходе проверки было установлено, что 28 октября 2024 года в период времени с 7 до 10 часов в доме, расположенного по адресу улица Заречная, села Сокулук, гражданин КМ 1999 года рождения, гражданский супруг гражданки ДК в состоянии опьянения избивал и оказывал семейное насилие в отношении нее.
нее. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции был установлен гражданин К.М. 1999 года рождения, который в порядке статьи 96 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики был задержан и водворен в изолятор временного содержания. Следствие продолжается. 1 ноября – профессиональный праздник сотрудников милиции. Если обратиться к истории, в 1924 году по решению Каракыргызской автономной области было создано местное отделение милиции. В этом году исполняется ровно 100 лет с момента его основания. В честь этой даты в регионах проходят праздничные мероприятия. Сегодня в Сокулукском районном отделе внутренних дел прошла торжественная церемония, приуроченная к вековому юбилею милиции, на которой ряду сотрудников были вручены почетные грамоты, нагрудные знаки «Азамат-2» и другие награды. На праздничном мероприятии побывала наш корреспондент. Сотрудники милиции защищают мир и безопасность граждан, рискуя жизнью и посвящая себя служению Родине. В этом году милиции исполняется 100 лет. В связи с этим в Сокулукском районе отделе внутренних дел состоялось праздничное мероприятие с участием главы района, депутатов Джоорху Кенеша и личного состава. Кыргыз милициясы эгемендикке ээ болгондон бери канчалаган оор сыноолорго туруштук берип, даңазалоо жана сыймыктуу жолду басып өтүптүр. Честность, преданность и мужество – качества, которыми по праву обладают сотрудники органов внутренних дел. В этот день много добрых слов было сказано в адрес милиции. Работа милиции, она очень сложная, трудная, очень много критики бывает, очень много нареканий бывает, но при этом все должны понимать, наше общество не может жить без милиционеров, они нам нужны, чтобы защищать наши права, чтобы быть самыми справедливыми, самыми честными, самыми порядочными. Поэтому я поздравляю всех настоящих милиционеров, тех, кто стоит на страже закона, кто защищает интересы самых слабых, самых, наверное, обездоленных и те, кто для себя в приоритете ставит законность в нашей стране. Курманбек Нурдинов, служащий в милиции с 2005 года, сегодня был награжден нагрудным знаком МВД «Азамат» второй степени. Сегодняшний день – это для нас особый день. Никакой другой праздник никак не может сравниться с этим днем. Потому что это день милиции, это один день в год, один праздник получается, один день. Другого праздника у нас нету. Других праздников у нас только усиление работы. Все. В раньше времени мы работали только вручную, большинство вручную, и большинство без техники. Надо открыто говорить, без техники. Сами голосовали, сами как-то ездили. А сейчас нынче все это происходит автоматически, технически оно возросло, все в компьютерах работает. И ребята все они образованные, все с высшим образованием. И вот это отрада, то, что они нынешние сотрудники милиции, вот этим образованием приступают к работе. На мероприятии, посвященном столетию кыргызской милиции, организованном Сокулукским районным отделом внутренних дел, многим сотрудникам милиции были вручены почетные грамоты, благодарственные письма и другие награды. Органы внутренних дел независимого Кыргызстана прошли через разные испытания, но в народе всегда жива вера в то, что милиция защищает и поддерживает справедливость. Сотрудники милиции, охраняющие покой и безопасность граждан, отмечают свой профессиональный праздник 1 ноября. Айслу Мурзакова, Самаган Тайрбеков, УТРК Чуй, Сокулукский район. В Кеминском районе состоялось знаковое событие – празднование столетия Министерства внутренних дел. На торжественных мероприятиях были награждены сотрудники, внесшие значительный вклад в обеспечение правопорядка и безопасности граждан.
Сегодня в Кеминском районе состоялось знаковое событие, посвященное столетию Министерства внутренних дел. В честь этой важной даты прошли торжественные мероприятия, на которых были награждены сотрудники, внесшие значительный вклад в обеспечение правопорядка и безопасность граждан. На данный момент мы переживаем исторические столетия кыргызской милиции. И также хочу поздравить каждого сотрудника, которые служили до нас и сейчас на данный момент служат своих соотечественников. Хочу поздравить и желаем всем здоровья, самое главное, семейного благополучия. И каждый, чтобы дослужил до своих генеральских погонов. Милиция играет ключевую роль в поддержании правопорядка, предотвращении преступлений и защите прав и свободы граждан. Каждый день сотрудники органов внутренних дел выходят на службу с целью создать безопасную среду для жизни и работы людей. Одним из таких сотрудников является Адилет Исенбаев, который более 11 лет посвятил себя данной профессии. Хочу своим коллегам пожелать крепкого здоровья, мужества, семейного благополучия и мира. Пусть служба всегда приносит вам гордость и уважение, а успехи и достижения укрепляют доверие граждан. Пусть будущее кыргызской милиции будет еще более светлым, а служение обществу продолжает оставаться делом чести и достоинства. На праздновании столетия МВД также были вручены награды отличившимся сотрудникам. В этот торжественный день были приглашены ветераны милиции, которые внесли значительный вклад в развитие правоохранительных органов. Сегодня вся Кыргызская республика отмечает день столетия кыргызской милиции. От всей души поздравляю вас, чтобы самое главное здоровье вам, самое главное, и семейного благополучия. Многие из них поделились своими воспоминаниями, рассказали о трудностях и о достижениях в своей службе, вдохновляя молодое поколение. Награды получили как действующие сотрудники, так и ветераны, что подчеркнуло преемственность и важность уважения к прошлому в работе МВД. Благодаря преданности наших милиционеров и самоотверженности сегодня мы живем в мире безопасности. Ваш жизненный путь – это гордость для тех, кто носил и продолжает носить форму милиционера. Мы оставили после себя прочный фундамент, на котором молодое поколение сотрудников строит свое будущее. Особое внимание было уделено работе с молодым поколением. Юные инспекторы, учащиеся в Акпашатской школе, приняли участие, останавливая водителей и вручая письма с поздравлениями и благодарностями за соблюдение правил дорожного движения и сотрудничество с правоохранительными органами. Здравствуйте, добрый день. Сегодня мы поздравляем вас с праздником. Сегодня праздник уже 100-летия кыргызской милиции. Пожалуйста, не нарушайте правила дорожного движения и счастливого пути вам. Хотел поздравить своих коллег 100-летия МВД. Им желаю здоровья, работа, чтобы была спокойная, чтобы граждане наши всегда нам верили и поддерживали. И никаких нарушений, преступлений не создавалось. И дорожно-транспортных происшествий тоже не было. В рамках мероприятия аким Кеминского района Кутбидин Шакиров преподнес ценный подарок – служебный автомобиль «Шевроле». Этот жест стал символом поддержки сотрудников правоохранительных органов и признания их значимого вклада в обеспечение правопорядка и безопасности в районе. От всего сердца поздравляю вас с столетним юбилеем кыргызской милиции. За вековую историю милиция внесла неоценимый вклад в обеспечение безопасности, законности и общественного порядка в нашей стране. Ваше мужество, самоотверженность и трудолюбие является основой спокойной и уверенной жизни наших граждан. Следует отметить, работа милиции – это не просто профессия, это призвание. Сотрудники органов внутренних дел каждый день рискуют своими жизнями ради защиты других, демонстрируя мужество и стойкость. Столетие МВД – это праздник для всех, кто верит в справедливость и готов стоять на страже закона. Айкен Маратбекова, Чингис Садыков, УТРК Чуй.
В Кыргызстане открылось первое импортозамещающее производство стерильных лекарственных средств в форме инфузионных растворов и инъекций в ампулах, соответствующего требованиям международных стандартов GMP, сообщили в Российско-Кыргызском фонде развития. По данным фонда, завод был построен при финансовой поддержке Российской Федерации в размере более $7 миллионов США. Производственная мощность нового завода составляет 18 миллионов флаконов и почти 6 миллионов упаковок ампул в год, что позволит полностью покрыть потребность системы здравоохранения Кыргызстана в инфузионных растворах, инъекциях в ампулах и глазных каплях. Завод является первым в Кыргызстане предприятием, которое производит стерильные лекарственные средства в условиях полностью автоматизированного производства. На территории страны с 21 октября по 4 ноября проходит кампания по вакцинации против кори и краснухи. Вакцину в первую очередь получат непривитые дети в возрасте от 9 месяцев до 7 лет. Следует отметить, что кампания по дополнительной иммунизации направлена на снижение циркуляции вируса кори, выявление очагов заболеваний и предотвращение его дальнейшего распространения в стране. В Чуйской области планируется вакцинировать 18 тысяч человек. В настоящее время уже 8 тысяч детей прошли иммунизацию. Вакцинацию можно получить бесплатно в ФАПах и временных пунктах вакцинации, которые будут организованы в образовательных учреждениях. Нам всем известно, что с 21 октября по 4 ноября по всей республике началась потишающая иммунизация против кори и краснухи. На сегодняшний день из запланированных 18 600 человек у нас 8 тысяч уже охвачены вакцинацией. У нас еще продолжается, как вы знаете, это после 4 ноября не заканчивается. У нас до этого прививка она продолжалась. Сами знаете, только вакцинациями остановим корь. В Высокотинском районе Чуйской области открыли новый агрокомплекс. Он станет поддержкой для фермеров и улучшит работу агросектора. С места событий наш корреспондент Цымбат Алмазова. В селе Дмитриевка, рядом с городом Кант, открылся новый агромаркет и машино-тракторная станция на базе частного предприятия, направленную на поддержку местных фермеров и развитие агропромышленного комплекса региона. Этот новый агропроект призван способствовать укреплению фермерских хозяйств и стимулировать развитие сельского хозяйства. Благодаря агромаркету и машино-тракторной станции фермеры теперь имеют доступ к современным ресурсам и оборудованию, что помогает повысить производительность и качество обработки земель. Наличие агромаркета – это хорошая возможность для нас получать все необходимое в одном месте, будь то семена, удобрения или техника. Машино-тракторная станция, в свою очередь, даст нам доступ к современной технике. Агромаркет также позволяет нам консультироваться с профессионалами, которые помогут правильно подобрать семена или средства защиты растений. Машино-тракторная станция оснащена новой современной техникой, включая 5 мощных тракторов с фронтальным погрузчиком. Эти машины позволят эффективно обрабатывать почву и оптимизировать производственные процессы, способствуя увеличению урожайности. Агромаркет предлагает широкий ассортимент товаров и услуг для всех этапов сельскохозяйственного производства, от подготовки почвы и посадки до сбора урожая. Здесь фермеры могут приобрести семена, удобрения, средства защиты растений, ветеринарные препараты и другие товары, а также получить консультации по агротехнологиям и развитию сельскохозяйственного бизнеса. Здесь сегодня особо я хочу отметить, что мы открываем первую машино-тракторную станцию в Высокотинском районе, именно Байдыхановскую, в котором будут для фермеров оказываться услуги полного спектра. Теперь фермеру не надо будет ходить за семенами в другое учреждение, за удобрением куда-то еще, за тракторами в другое. Они могут полностью услугу теперь получить здесь комплексно. На открытии присутствовали заместитель председателя Кабинета министров, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Турабаев, представители Ассоциации развития агропромышленного комплекса, местные фермеры и другие почетные гости. Biz uşu özdük bağısını çürgөнгө атандаштык бола алабыз, а бул
В Кыргызстане 1 200 000 пашных земель. В среднем требуется 20 000 тракторов. Во многих местах из-за нехватки техники агротехнология не внедряется в полной мере, из-за чего мы не можем добиться самого удовлетворительного урожая. Одним из путей решения этой проблемы является создание локальных МТС в регионах. Если созданная МТС будет своевременно оказывать качественные услуги фермерам, в полной мере внедрять агротехнологии, использовать качественные семена и удобрения, то наш фермер обязательно добьется высокого урожая. Новые агромаркеты и машино-тракторная станция станут важным вкладом в развитие сельского хозяйства региона, предоставляя фермерам современные ресурсы и профессиональную поддержку для успешного роста их хозяйств. Сымбат Алмазова, Джумабай Сманалиев, УТРК Чуй. В Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора состоялось рабочее совещание по разработке индекса качества воздуха. Заседание проведено под руководством заместителя министра Айсели Раимкуловой с участием представителей Министерства здравоохранения, гидрометеорологической службы при Министерстве чрезвычайных ситуаций. По итогам заседания принято решение обновить состав межведомственной комиссии, поручив разработку проекта подзаконного акта в кратчайшие сроки. Это станет важным шагом к улучшению качества воздуха и экологической ситуации в стране. Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора продолжит работать над актуальными экологическими инициативами и стремится обеспечить здоровую и безопасную окружающую среду для всех граждан. На этом у меня все. Эти и другие новости вы можете посмотреть в наших социальных сетях Facebook, Instagram, УТРК Чуй. А я прощаюсь с вами. До новых встреч.